Второй день фестиваля документального кино богат на события. Сегодня прошла встреча с известными режиссерами-документалистами и показ картины Сергея Зайцева «Погибли за Францию». В фильме, удостоенном целого ряда наград, показана неизвестная страница российской военной истории. Режиссер рассказал о русских солдатах и офицерах, которые не изменили союзническому долгу после выхода России из Первой мировой войны, продолжили сражаться на землях Франции. Позднее за подвиги французская пресса назвала их легионом чести. Мне очень важно было понять, кто я и откуда. Да? Я раскапывал свою родословную, в общем, открыл то, что мои предки тоже сражались во время Первой мировой войны. История страны непосредственно касается истории моей семьи. Это история моей страны. Мне обязательно надо было своей стране поведать. Ведь вы понимаете, Первая мировая война была забытой войной. А такая страница ее, этой Первой мировой, как русский экспедиционный корпус, это вообще белое пятно. Во второй половине дня прошел круглый стол на тему сохранения и развития кинолетописи России. Его участники и региональные режиссеры и представители Союза кинематографистов из Москвы обсудили наиболее важные проблемы этой области. Проблема у нас, конечно, состоит в том, что столкнулись мы в последнее время с тем, что кинолетопись страны, которая писалась, снималась кинематографистами в течение, я думаю, где-то Красногорск уже функционирует в течение 30-40 лет. Последние лет 15-20 практически ничего не снимается, не делается. Те носители, картины, которые мы сейчас даем в Красногорск, это в основном электронные носители, видеокассеты, разного формата. Как с ними работать, как их хранить, этого пока в мире никто не знает. Фестиваль документального кино продлится до 15 октября. Каждый желающий сможет поучаствовать в кинопоказе и лично пообщаться с именитыми режиссерами. Мадина Сханова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.